Поддержка семей с детьми, увеличение рождаемости и снижение смертности, забота о старшем поколении и укрепление общественного здоровья. Все это главные цели нацпроекта «Демография», предложенного президентом России Владимиром Путиным. С какими же показателями реализации подошла Якутия к концу 2020 года? На финансовую поддержку при рождении детей в текущем году направили порядка 3 миллионов рублей. При этом суммы эти разного характера. Так, на рождение первого ребенка в Якутии полагается единовременная выплата. На рождение второго ребенка предусмотрен региональный мат-капитал в размере 30% от федерального. А на рождение третьего и последующего детей полагается ежемесячная денежная выплата в размере, превышающем 17 тысяч рублей. В 2020 году на подобные выплаты получили порядка 20 тысяч якутских семей. Вот меры, направленные на рождение детей, которые установлены как президентом страны в рамках проекта «Демография», так и главой Республики Саха-Якутия Арсением Сергеевичем Николаевым, дает нам, основание, в общем-то, говорить о том, что уже сегодня определенная тенденция с июля месяца наметилась на то, что детей в июле, в июле, августе, в сентябре и в октябре родилось больше, чем в аналогичные периоды прошлого года. Поэтому сегодня, конечно, мы бэби-бума пока не ждем, но очень хотелось бы, да, но надеемся, что вот такого большого снижения по сравнению с прошлым годом не будет. Особое внимание при реализации нацпроекта уделяется и строительству дошкольных образовательных учреждений. Так, до конца 2020 года ожидается ввод детского сада на 240 мест в селе Сунтар и детсада на 280 мест в Нюрбе. На 2021 год в рамках нацпроекта «Демография» уже запланировано строительство еще 2 детских садов в Алекминске и в поселке Солнечный Усть-Майского района. Еще одно важное направление нацпроекта – это снижение смертности и увеличение продолжительности и качества жизни. Для достижения этих целей в рамках одного направления в Якутии строится большое количество спортивных объектов. В текущем году в рамках нацпроекта «Демография» введут 2. Первым из них станет уникальный спортивный комплекс с плавательным бассейном и универсальными залами для настольного тенниса, аэробики и силовой подготовки в поселке Нижний Бестях. Также в текущем году введут еще один многофункциональный спортивный зал в Бердигистяхе. Там запланирован игровой зал для командных видов спорта, волейбола, мини-футбола и баскетбола. Кроме этого, в плане предусмотрены зал для бокса, тренажерный зал, помещения для судей, прессы, душевые, тренерские и кабинет врача. По продолжительности жизни у нас есть ряд проектов, которые направлены прежде всего на то, чтобы проводилась определенная разъяснительная работа по здоровому образу жизни. Вот можно цифру обычную назвать. 1896 мероприятий у нас проведено за 9 месяцев 2020 года по здоровому образу жизни. Сейчас он стал вообще как никогда актуален. Просто-напросто, да, и люди не просто стали беспокоиться о своем здоровье, а более, трепетно к нему относиться. В рамках программы поддержки старшего поколения в Якутии предусматривается увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 64 лет. Так, несмотря на пандемию коронавируса и переоснащение части гериатрического центра, в республике запустили программу «Дистанционная гериатрия» для удаленного медицинского мониторинга за пожилыми людьми. Помимо этого, в столице республики заработал медкабинет для пациентов с нарушением памяти. Базовыми и одними из главных показателей нацпроекта «Демография» являются показатели рождаемости и смертности. Так, по показателю естественного прироста населения Якутия расположилась на 7-м месте по России и на 1-м среди регионов ДФО. По показателям рождаемости за январь-октябрь текущего года наш регион занимает 8-е и 1-е места соответственно. За период январь-октябрь нас стало больше на 10 566 детей. При этом в аналогичном периоде прошлого года, по октябрю, там у нас было больше чуть на 200 детей, но все-таки мы надеемся на то, что, в общем-то, наверстаем. У нас есть еще и ноябрь и декабрь. Безусловно, пандемия внесла свои коррективы в реализацию нацпроекта «Демография» в текущем году. Однако вовремя оцененные риски позволили и дальше планомерно работать и улучшать качество жизни якутян.